Мы против перевода наших детей в другую школу, так сказали родители учеников школ, закрывающиеся на ремонтные работы. По словам родителей учеников, весь летние месяцы не делали в школе ремонт и начали ремонтные работы перед наступлением холодных зим. Родители учеников возмущены тем, что руководство не подумало о ремонте школы раньше. Почему руководство пошло на такой шаг, ведь и так не хватает ученических мест в школах, и куда денутся более 1000 учеников? Об этом нам предоставит информацию мой коллега Арнат Дуйсин. Эта школа была построена до того, как взлетел в космос космонавт Гагарин, то есть в 1960 году. Последний раз здесь ремонтные работы делали в 90-х годах прошлого века. С того времени прошло 30 лет. Родители учеников не против того, чтобы школу отремонтировали, но против того, чтобы ремонтные работы делали в начале учебных занятий перед наступлением зимних холодов и перевода детей в другую школу. Родители возмущены и в недоумении, почему такие работы не начали ранее, в начале весны. Школу ремонтировать собирались еще давно, эту историю мы знаем. Мы каждый год думали, ну вот сделать. Весной нам сказали, начнется ремонт. Все лето была тишина. Мы по этой улице часто проезжаем, все нормально. Мы думали, этот год мы тоже нормально закончим начальную школу, хотя бы 4 класс. Кроме этого, родители учеников боятся, что их дети в другой школе подвергнутся буллингу. Причиной для перевода учеников целой школы стало начало постройки. Пристройки здания. Для его постройки необходимо отключить отопительную систему школы. Теперь ученикам придется ехать 5 километров в другую школу, так как близко расположенных школах нет мест. Ученики будут вынуждены идти учиться в далеко расположенную школу, сообщила директор. Школу в односменную. Почему? Потому что близлежащие школы, которые мы планировали, но в связи с тем, что школы переполнены, они обучаются в 2 смены. То есть в связи с тем, что ЖК вот рядом с теми школами, контингент у близлежащих школ возрос, и в связи с этим только односменная школа может нас принять.